Иван, ты Галина Александровна, здравствуйте, вы нас слышите? Галина Александровна? Плохо слышно. Угу, прекрасно. У меня микрофон выключен. Скажи, чтобы микрофон Включите, пожалуйста, микрофон, у вас выключен микрофон. Здравствуйте, нас видно, слышно? Да, все замечательно и видно, и слышно. Мы рады вас видеть. Угу. Сразу мы приступаем уже к защите. Значит, выступает у нас Бажена, средняя образовательная школа номер 30 города Сыктывкара. Работа у нее называется «Способ лечения коми народа». Руководитель Борцова Любовь Петровна. Бажена, скажите, пожалуйста, вы нам присылали презентацию, то есть, соответственно, мы будем управлять презентацией? Мы ее включаем? Да. Так, ну тогда вы нас ориентируете, что дальше говорите, да, когда нужно перелистывать презентацию. Спасибо. Вам слово. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут школа номер 30. Представляю вашему вниманию Они вот переключают. Еще надо? Мать, маши головой, так. Маши головой. Представляю вашему вниманию исследовательскую работу «Способы лечения коми народа». Во второй половине XIX века многим жителям нашей республики были хорошо известны разнообразные лечебные средства растительного, животного и минерального происхождения, а также элементарные навыки профилактики и лечения заболеваний, приемы и ухода за заболевшими. Проблема исследования. Имеют ли в настоящее время практическую значимость народные способы лечения? Гипотеза. Многие способы лечения, применяемые коми народом, актуальны и сегодня. Цель работы – рассмотрение способов лечения коми народа. Задача. Выявить, кто занимался лечением коми народа, какие травы использовались при лечении, какие средства лечения животного происхождения применялись. Метод исследования. Описательный. В каждой деревне были опытные люди, обладающие специальными, в том числе религиозно-магическими знаниями, травницы, знахари и колдуны. До сегодняшнего дня обращает на себя внимание наличие большого числа опытных костоправов в вышинских селах. В прошлом же человек, способный оказать действенную травматологическую помощь, имелся почти в каждой оленеводческой семье. Отношение окружающих к костоправам и повитухам зависело от того, насколько успешно они выполняли свои функции врачевателей. В настоящее время вера в реальное существование колдунов, как особых представителей зовов сверхъестественного начала, в человеческом обществе почти исчезла.
но значительно повысился интерес к личности и медицинской практике знахарей, костоправов и травниц. На сегодняшний день травницы являются основными носителями традиционной медицинской культуры Коми, хранителями знаний о средствах и методах лечения, применявшихся в XIX – начале XX веков. Единственным правилом, существовавшим при изготовлении лекарств, был принцип «каждому человеку своя горсть». Вплоть до недавнего времени в каждом доме, в каждой охотничьей избушке хранились разнообразные травы, ягоды и корни, заготовленные на случай болезни. Отвары, настойки, порошки использовались не только для приема внутрь, но и для наружного применения – растираний, примочек, полосканий, ванн, присыпок. В ряде случаев растение имело название, тождественное названию болезни. В арсенале лечебных средств животного происхождения значительное место в прошлом занимали продукты охоты. При случае старые охотники пили кровь только что убитых животных, считая, что эта процедура благотворно влияет на самочувствие. Растопленный костный мозг оленя закапывали в уши при простуде. Для лечения язвочек, ранок, догнившихся глаз употребляли яичный желток, взбитый до консистенции масла. Огромную оздоровительную и гигиеническую роль в народной жизни играла баня. Почти каждая христианская семья имела собственную баню, хотя нередко ее строили на 2-3 двора сообща. При кашле, насморке на каменку лили настои мяты, пихтовой хвои, тимьяна ползучего и дышали поднящимся паром. При лавых мышечных болях тарились вениками из пихты и крапивы, на больные конечности накладывали компрессы из распаренного в кипятке тысячелистника. V-образные приемы были выработаны народными врачевателями для лечения переломов. После тщательного осмотра место травмы костоправ вправлял поврежденные участки и накладывал легкую шину из бересты или тонких дощечек, которые укреплялись тесемкой. Костоправ постоянно контролировал, правильно ли срастается кость. Популярным средством в народогигиене и медицине была вода, настоянная на золе. Повсюду она использовалась в качестве заменителя мыла для стирки белья, мытья головы, а также как домашнее средство от перхоти. Пчелки принимали ванны больные чесоткой и другими кожными заболеваниями. Золой присыпали различные ранки. В дополнение к этой процедуре читался заговор. Таким образом, традиционная медицинская культура народа состоит не только из выработанных опытом способов лечения заболеваний, но и разнообразной системы их предотвращения. Гипотеза наша подтвердилась. Многие способы лечения, которые применяли коми на протяжении многих лет, используются и сейчас в медицине, например, отвары трав. Подведем итоги. Мы выявили, кто занимался лечением коми народа, какие травы использовались при лечении и какие средства лечения животного происхождения применялись. Изучение народного опыта обогащает современную медицину, а также значительно расширяет наше представление о культуре коми народа. На данном слайде представлены источники информации. Благодарим за внимание. Вот Константин, что тут у нас? Посмотри. Звук слышно? Да, давайте тогда мы, наверное, вопросы просто зададим, если будет более услышимо, мы потом Не слышно? Да, мы вас слышим. Просто вас не видно. Ага. Так будем вслепую. А как? Вы готовы? Да. А вот Ага. всё слышно. Бажена, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Вы готовы? Да. Давайте. Игорь Владимирович, пожалуйста. Бажена, добрый день. Скажите, пожалуйста, спасибо за доклад. Скажите, по сравнению с другими народами у коми есть какие-то особенности использования лекарственных растений по сравнению с другими народностями? Что, много всего прочитали, видимо? Что-то можете отметить? Или в целом это очень похоже на другие народы нашей страны? Или вы не сравниваете? Думаю, нет.
Ну, хорошо. Так, все понятно. Надежда Ивановна, Бажена, добрый день. Спасибо за доклад, отличный доклад. А скажи, пожалуйста, Бажена, вот такую большую работу ты сделала, а ты подготовила какое-нибудь издание, сборник, Да, или, да, может, мы его можем какой-нибудь показать. календарь или еще что-то, как результат? У меня есть Иван, пожалуйста, в папочку Бажены можно войти и показать тот продукт, который у нас есть. Арт Бажена, продукт. Вот таким образом. Полистай, пожалуйста. Отличный результат, спасибо. Ирина Николаевна? Бажена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в вашей семье какие-нибудь средства народной медицины, народов в коме применяются? Да, применяются, Что, например? например, кипрей. Его можно делать от желудочно-кишечного или делать мусор. Тоже вообще употребляют для крупного сердца. Угу, спасибо большое, понятно. Любовь Александровна. Бажена, добрый день. Рада слышать, по крайней мере, пусть не видеть. У меня следующий вопрос. Как возникла идея вообще разобраться вот в этих травах? Может быть, что тебя сподвигло вообще взять эту тему и копать, как говорится, изучать? Мой дедушка занимается травами, и я часто гуляю по лесу, замечаю там всякие интересные растения, в которых мне бы хотелось разобраться. То есть это как у тебя увлечение, да? И поэтому ты начала изучать эту тему глубже, чтобы понять, какие травы, что могут полезного принести человеческому организму, да? И родственники тоже мои. Спасибо. Надежда Ивановна еще Да. хочет задать вопрос, пожалуйста. Бажена, я очень хотела еще один вопрос тебе задать. Мне очень интересно, а кем ты хочешь стать, когда ты закончишь школу и куда собираешься поступать? Как-нибудь, это на твоей будущей профессии. Ну, я думаю, поступлю в что-то связанное тоже с растениями, потому что мне очень нравится этим заниматься. Биологом, хорошим биологом. Спасибо, спасибо. Да. Так, ну что, Бажена, вопросов больше нет. Наверное, вот к руководителю сейчас вопрос, как мы будем с Анастасией общаться, потому что у нас следующий участник тоже с 30-й школы, арт-директор города Сыктывкара. И вот как нам вас увидеть? Может быть, Иван, еще раз им выйти и подключиться? Можно попробовать. Давайте. Можно еще раз? Да, вы, пожалуйста. А вот так она сядет. Мы, к сожалению, не видим Анастасию, и я думаю, что мы не увидим, ну, презентацию мы... Сейчас видите? Нет, мы вас не видим. Значит, нам надо переключаться, да? Подключаться. Да. Переподключиться, да. Давайте попробуем снова. Не забудьте сказать до свидания. То есть, получается, мы их видим, а они нас видят. А друг друга мы не видим. Так получается. Эти сборники идут составлять? Или брать?
Ты вот так подними глаза и так вот и головой. Подними. Здравствуйте, нас слышно? А вот так слышно? Слышно? Да, это значит было выключено. Да, мы вас прекрасно слышим и видим. Спасибо большое. Курганская Анастасия, арт-объекты города Сыктывкара, среднеобразовательная школа номер 30 города Сыктывкара, руководитель Арпа Галина Александровна. Анастасия, ваша презентация у нас, то есть вы нас тоже, мы будем перелистывать, вы нами управляете, да, в какой момент нужно будет перелистать. И вы меня слышите? Да, все отлично. Тогда вам слово, и в конце вашего выступления мы посмотрим ваш объект в электронном виде. Здравствуйте, меня зовут Курганская Анастасия. Я учусь. Я учусь в 7 классе школы номер 30. Я приглашаю вас на экскурсию арт-объекта города Сыктывкара. Сыктывкар – столица республики Коми. Уникален он не только своей историей, но и необычными произведениями искусств, арт-объектами. Цель проекта – создание информационного справочника арт-объекта города Сыктывкара для организации экскурсий по малым архитектурным формам нашего города. Задача – узнать о том, какие арт-объекты есть в городе Сыктывкаре, создать путеводитель по арт-объектам города Сыктывкара. Этапы работы над проектом представлены на слайде. За последние несколько лет культурных арт-объектов в нашем городе создано немало. Давайте же с ними познакомимся. Древний коми-промысловый календарь представляет собой круг, деление которого обозначает 9 животных. Проект «Я люблю Сыктывкар» был инициирован горожанами. Конструкция вращается, чтобы горожане могли рассмотреть каждый элемент объекта и подсвечиваться круглосуточно. Фотопланшеты с видом старого Сыктывкара с уклоном в историю появились на улицах Сыктывкара в ноябре 2014 года. Задача фотопланшетов – показать, как этот кусочек улицы выглядел 60 лет назад. Арт-объект древняя коми-азбука расположен на перекрестке Орджоникидзе и Карла Маркса. В центре памятника информационная табличка, рассказывающая о том, что же такое ангур и когда зародилась коми-азбука. На пересечении улиц Бабушка и Первомайска гости столицы могут увидеть еще один арт-объект – памятник букве «Э». Уникальная буква коми-алфавита является своеобразной символом национальной культуры и всего коми-народа в целом. Грибной переулок считается самым узким переулком в мире и находится в щели между двумя частями одного дома. В 2014 году на Покровском бульваре в рамках городских легенд выполнили проект под названием «Бульвар семьи и мира». В одном из крупнейших спальных районов Сыктывкара на улице Морозова в 2014 году оборудовали сквер общения. Массивная, но утонченная конструкция из дерева и металла в виде скамьи с шкафом, платьем и часами красуется возле торгового центра «Аврора», что на улице Коммунистической. Памятник рублю открыли в сквере у Стефановской площади в октябре 2015 года. Арт-объект «Купеческий сундук» установлен на месте, где находилась торговая площадь. Память о купцах и меценатах. На стену дома по улице Карла Маркса 222/1 на уровне 7-го этажа взбирается вовсе не трубочист, как думают многие сыктывкарцы, а трубач с настоящим горном в руках. В июне 2014 года в Сыктывкаре открыли памятник электромонтеру. Памятник принадлежит компании Коми-Энерго и не является частью муниципального проекта. На лестнице возле двора находится интересный объект городской среды – ступенька счастья Европы плюс Коми. По замыслу авторов, встав на ступеньку, можно загадать желание. Свободная библиотека в виде домика с книгами появилась на улице Коммунистической у Республиканской Минусской библиотеки в 2015 году. Герои русских народных сказок и былин Змея Горыныча и сосновых бревен длиной около 12 метров возвели на Октябрьском проспекте рядом с торговым центром «Июнь» 20 июля 2016 года. Очаровательная буренка, сияющая стальными боками, теперь стоит на пересечении улицы Бабушкина и улицы Интернациональной, напротив здания Минсельхоза и рынка. Перед центральным входом в аэровокзал города Сыктывкар на великолепной клумбе установлена скульптура рассветной Чукоткой. Цветущая книга, кот ученый и башмаки желаний украшают парадный вход Юношеской библиотеки Республики Коми. Арт-объект Эйфелева башня находится на перекрестке улиц Первомайской и Орджоникидзе и украсил территорию возле одного из цветочных салонов города. Железнодорожный станционный полк расположен на здании железнодорожного вокзала. Познакомимся с арт-объектами Эжвы.
Между жилыми домами по проспекту Бумажников на въезде в Эдмонтовский район Сыктывкара осенью 2014 года появились сапоги. Дань памяти и славы первостроителям Эдмонтовского района. В рамках обустройства сквера у мемориального камня по улице Мира в 2008 году в Эжеве поставили скамейку влюбленных и примирение. В 2014 году в Эжеве прошло торжественное открытие нового арт-объекта «Литературная скамейка». Композиту посвятили 175-летию со дня рождения основоположника коми-литературы, коми-поэта и переводчика Ивана Алексеевича Куратова. Фонарь, завязанный в узел, появился на улице Славы. Пламенное дерево и ромашка расположены напротив торгового комплекса Веждина. Болт на кризис установили активисты движения Эжевые Томы. Объект символизирует несокрушимость русского народа под грузом санкций и кризиса. Раритетный уличный таксофон напоминает о том, что раньше люди общались по телефону немного другим способом. Почему золотой? Потому что единственный в своем роде по всей республике. Вывод. Мы узнали о том, какие арт-объекты есть в городе Сыктывкаре. Выяснили их месторасположение. Познакомились с историей создания арт-объектов. Изучили информацию по теме проекта в интернет-источниках, систематизировали ее и создали путеводитель по арт-объектам. Практическая значимость. Работу можно использовать на классных часах, посвященных городу Сыктывкару и республике, в летних детских оздоровительных лагерях и площадках в качестве познавательного мероприятия, на уроках географии в рамках этнокультурной составляющей. Перспектива работы заключается в разработке экскурсионного маршрута по арт-объектам Сыктывкара. На этом слайде представлены источники информации. Желаем всем крепкого здоровья и приятных впечатлений. Спасибо за внимание. Анастасия, спасибо большое. Вопросы, коллеги? Да, конечно. Анастасия, добрый день. Включено. Анастасия, добрый день. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Анастасия, скажите, пожалуйста, у меня такой короткий вопрос. Объектов, я не могу сказать, что много, ну, мне так кажется, их, наверное, не очень много. Существует ли какое-то оптимальное количество арт-объектов для города, для населенного пункта? Чтобы их было не мало, не много, чтобы они украшали и не мешали? Просто как вы думаете, может быть, что-то есть, какие-то сведения, кто-то посчитал, может быть, уже это в других городах? Ну, в нашем городе ограничения арт-объектов можно поставить в городе. Анастасия, мы вас практически, простите, пожалуйста, мы вас практически не слышим. Иван, подскажи, пожалуйста, может быть, нужно убрать колонки от микрофона подальше? Попробуйте, пожалуйста, потому что мы вас и не видим, и не слышим ваши ответы. Сейчас меня слышно? Вот сейчас хорошо слышно. Еще раз, пожалуйста, ответ на вопрос. Всего в нашем городе 39 арт-объектов. Я думаю, что нет определенного ограничения по количеству арт-объектов в каком-то городе или населенном пункте. Я думаю, это зависит от количества идей, какие арт-объекты можно поставить, и, возможно, от тех, кто руководит населенным пунктом, возможно, они сами не захотят какой-то из них ставить. Я думаю, арт-объектов может быть хоть 100 в городе. Главное, чтобы они были все одобрены. Спасибо. Надежда Ивановна. Анастасия, добрый день, спасибо, очень интересный доклад. Но у меня возник такой вопрос. Вот смотрите, арт-объекты очень разнообразны и по тематикам, и прочее, и по расположению. А скажите, пожалуйста, в вашем путеводителе они как-то систематизированы? Например, вот расположены в такой-то части города, на таких-то улицах, или по такой-то тематике, или по году установления, или как-то. Вот для того, чтобы определиться потенциальному путешественнику или туристу, куда же ему пойти, вот если его интересует что-то, то, соответственно, он, наверное, будет искать те арт-объекты, которые его интересуют. В нашем путеводителе
сделано так, что сначала идут арт-объекты Сыктывкара, потом эжевы. Мы еще не до конца это доработали, но в перспективе сделать так, чтобы, идя по одному маршруту, проходить через все объекты. Да, спасибо. Мы проводим экскурсию. Да, спасибо, Анастасия. Я вот это и хотела услышать. То есть вы еще доработаете. То есть не будет просто набор арт-объектов, а будет определенно какая-то систематика соблюдена. А скажите, пожалуйста, вот еще один такой очень коротенький вопрос. А вообще как вы в целом относитесь к арт-объектам? Вам нравится, что вы встречаете такие арт-объекты? Или они вам как-то, может быть, не очень нравятся какие-то арт-объекты? В целом сами как к этому относитесь? Я отношусь к этому очень позитивно, потому что арт-объекты, они не как памятники вот так вот стоят и все, они двигаются, подсвечивают, то есть это все очень интересно, красочно выглядит. Когда, вот, допустим, идешь, гуляешь по городу, встречаешь, то хочется как-то сфотографировать все. Потому что это Спасибо, выглядит Анастасия. ярко, Спасибо. интересно. Разнообразие такое. Так, у нас есть небольшое дополнение, мы немного не укладываемся в регламент, поэтому вот пару слов. Ирина Николаевна, пожалуйста. Настя, здравствуйте, у вас замечательная работа, да, вы действительно, наверное, в начале пути, и немножко она недополнена, хотелось бы больше интересных фактов, чтобы действительно из совокупности вот этих объектов получилась действительно интересная, полноценная экскурсия. Вот. Спасибо большое. 30-я школа, мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое за внимание. Вынуждена, потому что остальные будут ждать и нервничать, да, поэтому так. С подключениями у нас вот время оно... Да, Сакерина Александра подключаем. Иван, а где микрофон? В камеру. Угу. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Александра, мы рады вас видеть. Вы нас слышите, видите? Так, мы вас слышим и видим. Презентацию включаем. Давайте. У вас сейчас мы вам передаем доступ как докладчика, передача прав. Вам необходимо нажать внизу кнопочку «Совместный доступ». Затем нажать на экран, и мы увидим ваш экран. Доступ к моему экрану. Экран, Иван, экран. Совместный доступ. Совместный доступ. Экран. Внизу кнопочка «Совместный доступ». Тут несколько ведут контенту к веб-браузеру и к моему окну совещания. Экран. Экран. И там кнопочка должна быть «Поделиться». И нажать кнопочку «Поделиться». Отлично, мы видим ваш экран. Вы можете включить презентацию. Так, я пока представлю. Сакерина Александра, Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова, Туринские сказки, руководитель Андреева Елена Владимировна. Презентацию не видим. Вам надо было выбрать экран целиком. Попробуйте еще раз нажать «Остановить доступ» и по новой включить. Сверху у вас должна быть оранжевая плашка. Наведите на нее. Остановите совместный доступ. Слева кнопочка оранжевая «Остановить». Левее. Еще раз нажимаете «Совместный доступ». Экран. Весь экран. Мы пока видим окно WebEx, что у вас развернуто.
Вперед. Прям я за нее переживала сама. Ну, волнуется, конечно. У вас презентация запущена? Уже 20 секунд идет. Тогда выберите в качестве приложения для совместного доступа само окно PowerPoint. Приложение PowerPoint вместо экрана. Совместный доступ. Пожалуйста. Совместный доступ. Иван, пошагово. Внизу по центру кнопка «Совместный доступ». У вас должно появиться выбор: экран или приложение. А тут такого нет. Не знаю, наверху там было. Остановить надо, да? Нет, сейчас можно пробовать. Доступ к контенту. Экран у вас слева экран 1. Нажмите на него, пожалуйста. И теперь кнопку «Совместный доступ». Угу. Видим ваш рабочий стол. Теперь раскрывайте вашу презентацию. Все прекрасно. Александра, пожалуйста, ваш доклад. Здравствуйте, меня зовут Сакирина Александра, я из города Емва и хочу представить вам мою работу на тему «Туринские сказки Ториса Муазьеза». Нет в уме человека, который бы не знал Ольгу Степановну Шлопову. Она учительница с многолетним стажем, краевед по призванию, организатор известного всей республике Народного краеведческого музея «Турия». Сколько трудов положила она для возрождения прошлого родного края, сколько прекрасных людей вызволила из небытия. Благодаря ей стали известны старинные обряды в Турье и окрестных селах. Она неустанно собирала с помощью своих воспитанников материалы о земляках, старинные вещи, предметы культа и многое другое, что составляет сегодня гордость туринского филиала районного краеведческого музея имени Петерима Сорокина. Кроме того, занималась Шлопова и литературным творчеством. Она является автором сказок и рассказов, посвященных истории вымских сел родной Турье. Мне захотелось ознакомиться с оригиналами сказок Ольги Степановны Шлоповой, которые не были еще нигде изданы или опубликованы. Это и стало темой моего исследования «Туринские сказки». Цель моего исследования – ознакомиться с жизнью Ольги Степановны Шлоповой и ее рукописными материалами. Практическая направленность работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы при изучении жизни и деятельности Ольги Степановны, для организации внеклассных мероприятий, а также для самообразования. Эти сказки можно применять как методический материал для внеклассных чтений по краеведению. Ее рукописные материалы написаны на коми-языке, перевода на русский язык нет. Школьники интересуются содержанием текста сказок Ольги Степановны, но не все могут раскрыть текст сказок, так как мало учащихся, владеющих коми-языков. Поэтому ее рукописные тексты, переведенные на русский язык, будут интересны русскоязычным детям. Степановна всегда интересовалась историей Турьи и других вымских сел. Начиналось все с комнатушки в школьной пристройке, в которой были собраны экспонаты, предметы старинного быта, охотничье оружие и снаряжение, посуда, одежда и иконы. Школьный музей не раз отмечался в числе лучших освоение ему статуса филиала районного историко-краеведческого музея. Теперь это целый мемориальный комплекс имени знаменитого земляка Петерима Сорокина. Кроме музейного увлечения, ставшего продолжением моей жизни, Шлопова занималась литературным творчеством. Ее фольклорные записи, сказки, очерки, воспоминания опубликованы в сборниках, школьных коми-учебниках, газетах. Летом 2004 года сотрудники музея подготовили к публикации и издали «Туринские рассказы и сказки», сборник сказок, былий, рассказов Шлоповой.
С 2005 года Центральная библиотека города Емва выпускает различные сборники по рукописям Шлоповой. С конца 80-х годов сотрудники библиотеки ведут работу с рукописными материалами Шлоповой. Изучив газетные статьи, которые писала Шлопова в редакцию газеты «Книжпогодские вести», я пришла к выводу, что это все ее очерки представляют собой коллекцию краеведческого материала. Это много любопытных фактов из жизни старинного коми села Турья. Предания о первом храме села и строительстве каменной Воскресенской церкви, рассказы и притчи об умских рыбаках и охотниках, редкие факты жизненного пути первой коми-художницы, иконописца, монахини Кылтовского Крестовоздвиженского монастыря Александре Петровне Сухаревой. Интересные воспоминания и очерки о простых жителях, фронтовиках, о тех, кто погиб в войнах, о знаменитых земляках старинного Вымского села, предания о старинных обрядах не только в Турье, но и в окрестных селах. С рукописными материалами я ознакомилась в методическом отделе. Там имеется папка «Живет, поживает, сказки сказывает». В ней находятся все рукописи Ольги Степановны Шлоповой. Материал написан как на коме, так и на русских языках. Записи очень разнообразны. Ее фольклорные архивы очень интересны, написаны простым языком, читаются легко на одном дыхании. Интересный документ подготовила Ольга Степановна, почему так называли. Это ее записки о том, как были названы некоторые места в окрестностях села Турье. Она составила целый список названий мест для того, чтобы выяснить, откуда пошло то или иное название. Большое внимание Ольга Степановна уделяла старинным обрядам и обычаям коми-народа. Она провела большую исследовательскую работу и написала материал «Роль коми-семьи в сохранении народных традиций в воспитании детей». Ознакомившись с рукописными материалами Ольги Степановны, я поняла для себя то, что она собирала с таким мы должны сохранить не только для себя, но и для будущего поколения и истории. Александра. Да, слушаю. Да, я понимаю, что вы очень увлеклись темой, но я вынуждена вас прервать, к сожалению. На 4 минуты у нас выступление, другие у нас участники тоже ожидают, поэтому буквально вот пару вопросов к вам от экспертов и, да, и, пожалуйста, отвечайте, хорошо, на вопросы. Да, хорошо. Александра, просто отличный доклад. Я просто хотела выйти на вас с предложением. Да. 26, 27, 28 мая 2022 года на базе Сыктывкарского университета будет очень большая международная конференция. Называется «На пяти Рим Сорокин и парадигмы глобального развития 21 века». Я просто настаиваю, чтобы вы с этим докладом выступили на одной из секций этой конференции. Доклад просто замечательный. Вам надо зайти на сайт университета, найти раздел конференции, наука, конференции, и вы там увидите вот данную конференцию. Заявки принимаются в электронном виде. Вы просто в компьютере можете подать заявку. Обязательно примите участие. Это должны увидеть и ученые, которые занимаются и Сорокиным, и всеми великими людьми села Турья. Угу. Все, спасибо. Приглашение прислать индивидуально. Вопросы? Есть вопросы? Мне хотелось, с какого возраста может быть? Вот, может, микрофон тоже. Александра. Нормально. Александра, Работает. здрасте. Да, правда, интересный очень доклад. Мне просто интересно, вот сказки туринские, они для детей какого возраста подходят? Ну, сказки, которые я переводила с коми на русский язык, они более для детского, для начальных классов, я думаю, было бы очень интересно, потому что это про Бабу Ягу, Заврика, их любовные отношения с криминалами ужаса, триллера, как они пугали коми народ. Было бы им очень интересно. Понятно, спасибо большое. Любовь Александровна. Александра, спасибо огромное. И до новых встреч, да, мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо, до свидания. Так, у нас Лаюров Кирилл. Иван, я должна говорить в микрофон или меня слышно? Можете так. А вы так. Так, Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Да, мы вас слышим, но мы вас не видим. Так, мы подключили камеру, вы нас слышите, видите?
Вот сейчас Да. видим, да. Презентация, пожалуйста, давайте ее включим. Мы передаем права докладчика, совместный доступ нажимаем, экран. Так, совместный доступ, экран. Поделиться. Так, мы вас видим. Так, уважаемое жюри, Лыюев Кирилл, Вельгарская средняя общеобразовательная школа номер 2, руководители Косолапова Лариса Михайловна и Савина Алена Александровна. Школьная палеонтологическая коллекция из отложений северных рек Республики Коми. Кирилл, пожалуйста, вам слово. Презентацию видно? Да. Добрый день. Я представляю Вельгарскую школу номер 2. Представляю вам работу «Школьная палеонтологическая коллекция из отложений рек Республики Коми». Ископаемые организмы всегда вызывали интерес людей разного возраста. Мною во время экспедиции по родному краю были обнаружены окаменелости на берегах рек, которые заинтересовали меня. Интересно происхождение палеонтологических находок и их появление на берегах рек. Какие это организмы и когда они проживали на Земле? Могут ли эти находки рассказать о событиях прошлого исследуемых территорий? А полученная коллекция требует систематизации и определения остатков ископаемых и осознания их места в системе органического мира. Изучая ископаемые остатки древних организмов, ученые-палеонтологи узнают, как выглядели они и как жили, какие были условия на Земле. Мы предположили, если изучение окаменелости позволяет восстановить историю Земли, то, собственно, составленная палеонтологическая коллекция могла бы рассказать о событиях и организмах, которые проживали в те геологические эры. Поэтому целью моей работы стало составление палеонтологической коллекции из речных отложений северных рек Республики Коми. Задачи представлены на слайде. Объекты исследования, предметы и методы исследования также представлены на слайде. Работа выполнена на материалах, собранных с июня 2018 года по июль 2020 года. Новизной нашей работы стало, что в школьных атласах по географии нет палеонтологических карт. Палеонтологическая коллекция Коми научного центра на урок географии и биологии окружающего мира недоступна. Практическая значимость нашей работы заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы в школе на урок географии и биологии окружающего мира. 7 образцов обнаружены на Северном Урале, Национального парка Юга-2, левобережье реки Почерем, Ухтырского района. 6 образцов в Сатывдинском районе, села Иб, реки Сысола, село Палевица, река Вычегда. И 1 образец, правый берег реки Глушица, села Черемковка, Прилузского района. Историография. Обзор литературы показал, палеонтологические исследования в Коми крае насчитывают более чем 200-летнюю историю. Анализ геологической карты показал, что на территории Республики Коми возможно обнаружить горные породы разного возраста. В работе использовалась методика описания Данукаловой. Результаты исследования. Результаты выявления возраста горных пород исследуемых территорий по геологической карте Республики Коми отражены в таблице на слайде. По полученным данным можно сделать следующие выводы. Территория, по которой протекает река Почерем, сложена породами палеозойской группы. Юго-западные территории сложены горными породами мезозоя. Территория северных Увалов, где берет начало река Верхняя Глушица, сложена ледниковыми отложениями. Определение ископаемых организмов по времени их существования по геохронологической шкале показали следующее. Образец номер 1. Окаменевшие остатки представителей морской фауны класса гастроподов, типа брахиопода и подкласса ругоза. Образец номер 2. Роды сирингопора. Образец номер 4. Рода аулопорида. Образец номер 5. Брахиопода. Образец номер 6. Рода зоофикус. Образец номер 7. Тентакулиты. Образцы номер 1-7, обнаруженные в речных отложениях реки Почерем, представлены морской фауной, обитавшей в палеозойскую эру. На территории Ухтырского района в палеозойскую эру было древнее мелководное море. Образец номер 8 – отряд белемнетида. Образец номер 9 – подкласс рода Пиноцерес. Образец номер 12 – конкреция минерального тела округлой формы с аммонитом в центре. Образец номер 13 – аммониты. Образцы с 8 по 13 обнаружены в речных отложениях реки Сысола Кажем, представители морской фауны мезозойской эры. Таким образом, можем предположить, что на территории Сатывдинского района в мезозойскую эру было древнее море, Сысольское море.
образец номер 14 – неопределенный нами организм. Учитывая то, что Верхняя Глушица берет начало на северных Увалах, которые являются результатом деятельности древнего ледника, то можно предположить, что образец номер 14 был перенесен ледником с Тимана, Урала или даже со Скандинавии. Таким образом, образцы укладываются в тот возраст, что показан на геологической карте, и карта дает возможность уточнить их возраст. Палеонтологические находки использовали для оформления школьной коллекции. Всего в коллекции описано 14 образцов. Мы сделали такие выводы. Первое. Краткое изучение геологического строения мест сбора палеонтологических осадков показало, что исследуемые территории сложены горными породами палеозойской и мезозойской группы. Второе. Окаменелые отпечатки древних организмов принадлежат морским обитателям, существовавших в палеозойскую и мезозойскую эры. Третье. Палеонтологические находки из речных отложений рек почвенных сыстав подтверждают наличие мелководного моря на исследуемых территориях. Четвертое. В палеонтологической коллекции представлено 14 образцов. В коллекции можно наглядно рассказать о геологических событиях территории своей местности, происходивших в палеозойскую и мезозойскую эры. В заключение, палеонтологическая коллекция наглядно рассказывает учащимся о вымерших организмах прошлых геологических эр. Окаменелости представляют особый интерес, по ним можно представить, каким был мир миллионы лет тому назад. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Кирилл, спасибо большое за доклад, очень интересный. И сейчас вопросы от экспертов. Игорь Владимирович? Можно? Да. Кирилл, спасибо. Скажите, пожалуйста, ваши результаты, они уже опубликованы где-то? Да нет, они только если в кабинете географии. Рекомендую обратиться к публикации ваших результатов отчаянно. И еще один вопрос. Вот скажите, неидентифицированный образец, тот, который вы не определили, вы консультировались по этому поводу? Да, мы консультировались, мы делали разрез этого организма, это окаменелости, но нам это ничего не дало. Мы не смогли нам дать никаких данных, что это за организм. То есть ни здесь, ни... Пока неизвестно, да? Пока неизвестно. Ну, ясно, спасибо. Кирилл, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы проводили идентификацию объектов? Как это было? Проводили идентификацию по, во-первых, мы определили эти, а во-вторых, мы работали по интернету и с определителями, с бумажными источниками. Понятно, спасибо большое. Кирилл, скажите, пожалуйста, да, откуда такой интерес к палеонтологии? И первая ли это экспедиция, исследование вообще у вас в вашей жизни? Или у вас уже такое, как... Ну, интересная была история моего родного края, что здесь было намного раньше, чем появились люди здесь. А экспедиция, один из могли определить именно во время прогулки, а остальные уже именно на реке Почи, на Урале, и остальные тоже во время по реке Стереев. Так, ну что, Кирилл, спасибо большое вам за ответы на вопросы, за ваш доклад, очень интересно. И мы с вами прощаемся, желаем вам победы в конкурсе. И до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Как включиться? Да. Так, Иван, подключаем Рубцова Екатерина. Вот Екатерина Рубцова, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Так, научный руководитель с тобой рядышком, Екатерина Алексеевна. Есть кто-то из взрослых? Ага. Презентация у нас будет или нет? Или как?
Нет. Не будет, хорошо. Значит, Рубцова Екатерина, районный центр детского творчества, Исток, село Визенко, представит нам учебное исследование «Полезные изобретения». Руководитель Щепина Екатерина Алексеевна. Катя, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Рубцова. Представляю вашему вниманию учебное исследование «Полезное изобретение». Я изучаю ментальную арифметику. Основная наша работа на занятиях в счетном инструменте под названием абакус. В непростое время уже привычными стали для нас дистанционные занятия по ментальной арифметике. Нам тоже приходится иногда заниматься дома. Обычный педагог дает нам упражнения на повторение или творческие задания, а выполнение заданий с использованием абакуса приходится откладывать, потому что инструмент находится в кабинете, и мы не можем ими воспользоваться. Тогда ко мне пришла идея изготовить домашний абакус своими руками. Думаю, сделать абакус своими руками невозможно. Такой абакус можно использовать для счета. Цель выяснить, можно ли изготовить абакус своими руками из подручных материалов и использовать его для счета. Абакус греческого языка переводится как счетная доска. Его придумали для упрощения счета. Им пользовались в Древнем Вавилоне, в Риме, в Китае и в Японии. Инструмент носил разные названия, но все виды имеют похожее строение. У них есть полосы с счетным материалом. Современные абакусы деревянные или пластиковые счеты, состоящие из вертикально расположенных спиц. На каждой спице по 5 костяшек. 4 нижние костяшки называются земные, и каждая представляет собой единицу. Верхняя костяшка называется небесной и считают за 5 земных. Все эти компоненты заключены в раму. Изучив строение абакуса, я приступила к изготовлению самодельного абакуса из подручных материалов. И вот такой инструмент у меня получился. Чтобы узнать, может ли мой инструмент проявить себя в деле, я решила сравнить его с фабричным. Внешний вид фабричного абакуса не яркий, сам абакус компактный, легкий, легко вмещается в рюкзак. Самодельный абакус имеет яркие цвета, он большого размера и поэтому не вместится в рюкзак, но его можно использовать дома. На занятиях нам важно точно и быстро решать примеры с помощью абакуса. Я вычислила несколько примеров, ответы при работе с обоими абакусами получились одинаковыми. А вот время на вычисление. Одних из тех же примеров потратила разное. На самодельном абакусе его ушло гораздо больше, значит на самодельном абакусе на расчеты я потрачу больше времени, но ответы получу точные. Выводы. Считаю, что мой самодельный абакус можно назвать изобретением. В интернете я нашла определение для слова «изобретение». К моему абакусу они подходят, и теперь мое изобретение выручит меня во время дистанционного обучения. Мои гипотезы утвердились. Изготовить абакус из подручных материалов, на котором можно считать, возможно. Теперь я вооружена. Катя, спасибо большое. Сейчас несколько вопросов от жюри к вам. Коллеги, пожалуйста. Кать, подскажите, пожалуйста, как вам кажется, почему на своем абакусе вы потратили больше времени на вычисления? Потому что тяжело передвигать колпачки на деревянной шпажке. А то, что он был цветной, вас отвлекало от расчета? Или нет? Нет? То есть это плюс, да? Угу. Тяжело перемещалось. Угу. Понятно, спасибо большое, вы молодец. Да, Игорь Владимирович, пожалуйста. Екатерина, спасибо большое.
А скажите, пожалуйста, если у вас нет с собой абакуса, то как вы будете считать? На этом или... Нет, просто его нет. Вот вы по дороге из дома в школу можете посчитать что-нибудь? Без абакуса можно считать? Считать? Ну да, считать. Ну, подсчеты вести. Или вы их всегда считаете на абакусе? Нет. Нет? Все ясно. А можно еще раз увидеть Показать, вот ваш да. предмет, который вы сделали? Отлично. А вы думали, как вот, допустим, чтобы все-таки быстрее перемещались вот эти вот, как сказать правильно, крышечки? Вы как-то вот думали, чтобы более усовершенствовать и сделать это, ну, чтобы он быстрее, вот эти крышечки перемещались по вот стержням? Надо, может, дырочки там побольше сделать, чтобы полегче перемещались, и тогда время сократите. Так, ну что, как тогда пожелание. всё, Катя отпускаем, Да, да? Катерина Спасибо, молодец спасибо большая. большое. Все, до свидания, Катя. Да. Я не поняла, что это, да? А он, наверное, только ли на это считаешь на абакус или? Сегодня тоже опыта выпущу. Здравствуйте, Софья. Вы нас слышите? Так, мы вас видим. Хорошо. Так, пойдемте, сейчас минуточку. Так. Камера идет. Так. Плохо. Хорошо? Что? Да, Это на ералаш похоже. Здравствуйте, Софья. А мы вас... Мгм. Так, я думаю, что Мария Алексеевна или Людмила Алексеевна рядышком. Нету и... Ага. Так, давайте тогда. Ребенок доклад начинает, да? То есть мы слушаем внимательно. Правильно понимаю? Вы готовы? Он сейчас заплачет. Да. Может, не Знаете, надо может, его просто третировать. вопросы поспрашивать. Что это такое? Что это? Вы тебе надо смотреть. Она плачет. Она уже плачет. Да, ребенок застеснялся, все понятно. А если мы зададим вопросы, она, ну вот, как-то сможет нам ответить вот то, что она придумала? Это очень интересно и здорово, и мы вот хотели бы просто вот пообщаться. Ну что? Алло, вы нас слышите? Да, мы вас слышим, немножко мы вас не видим. Я знаю, что прочитала. Успокойся. Потерялась. Давайте спросим. Мне надо было получить. Софья, уважаемые взрослые, мы вас не видим, вот на видеоизображении нет, к сожалению. То есть, Софья, вот, Скажите, пожалуйста, они много... Сейчас тебе вопрос. нам просто очень интересно. Что-то не слышно, не видно. Котик же у них есть? Да, это с этого. Не получается. Пока тебе сбей. Давайте. Я?
Да. Софья, пожалуйста, вот у нас такой вопрос интересный к вам есть. Соня, скажите, пожалуйста, у вас есть кот или кошка? Котенок. Ага, понятно, есть. Это не их не видно, не слышно. Нас не слышно? Может, микрофон у них как-то с той стороны? Нет, Возможно, неизвестно. они или свернули приложение, У или... меня такое предложение, немножко подключить попозже. Да. Давайте мы с вами договоримся, мы сейчас прослушаем другого участника, а вы немножечко соберетесь, подключитесь к нам заново, и тогда я думаю, что связь установится и все будет нормально, да? Вот такое предложение к вам. Напишем им, давайте, мы же можно обратиться? Сейчас я сделаю. Иван, напиши, пожалуйста, в чате, что мы заслушаем сейчас другого участника. Даем вам время. На английском. Вань. Шерсти много. Все ответы на вопросы в тексте. Да, она что-то стесняется. Алло, Мария. Да. Ждите. Вы, у нас сейчас звенец на связи, ждите, мы еще до вас не дошли. Угу. Немножко по причинам, поэтому нужно не совсем в то время выйдем. Поэтому ждите, хорошо? Иван, давай выключим и потом... О, Все. Ваня. Для девочки будет стресс ждать. Лучше уже сразу. Ой. Опять пропали. Нас слышите или нет? Так, ну что, мы вас слышим, но мы вас не видим снова, поэтому... Не видите, да? Так, ну что определимся? Отпускаем ребенка? Или все-таки... Да, отпускаем, наверное. Она там вообще в стрессе. Пускай, если они позже подключатся. А вы нас слышите? Да, мы слышим вас плохо. У нас к вам есть такое предложение. Мы сейчас заслушаем другого участника, а вы попробуйте подключиться, и мы снова с вами попробуем связаться. Только чуть-чуть попозже, минут Хорошо. 10. И тогда уже снова зададим Соне вопрос. Через 10 минут. Через 10 минут. Договорились. Так, Габов Никита. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. У вас будет презентация, можно сейчас ее вывести на экран. Помните, когда совместный доступ, экран, поделиться, и мы увидим вашу презентацию. Габов Никита, физико-математический лицей, работа инкубатор индивидуального пользования, руководитель Куликов Игорь Владимирович. Никита, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Габов Никита. Я ученик 10 А класса физико-математического лицея-интерната. Мой руководитель Куликов Игорь Владимирович. Тема моего проекта – инкубатор индивидуального пользования. Цель проекта – разработать конструкцию и изготовить инкубатор для яиц в домашних условиях. Задачами проекта является исследование известного уровня техники, изучение принципа и режима работы инкубаторов, создание проекта конструкции, сборка инкубатора, проверка режимов работы и испытание опытного образца. Актуальность выбранного мной проекта состоит в том, что проект позволит решить проблему с приобретением домашней птицы для собственного хозяйства без значительных затрат. Конструктивные элементы опытного образца, устройство, их взаимосвязь, правильно подобранные материалы обеспечивают оптимальный режим ведения процесса инкубации яиц.
Разработанная конструкция включает короб со съемной крышкой, внутри которого находятся два отсека. Технический для оборудования и инкубационный, с расположенными в нем лотками для яиц. В техническом отсеке находятся нагревательные приборы и вентилятор, обеспечивающий прохождение воздуха обеспечивающий циркуляцию воздуха. В наружной части короба находится блок управления, расположенный в нем кнопками, датчиками и реле. Технический результат состоит в обеспечении равномерного распределения теплого воздуха, повышении качества инкубации и упрощении, удешевлении конструкции. Новизна моей модели состоит в конструкции, обеспечивая равномерность обогрева яиц. Она обеспечивает требуемые параметры уровня влажности и температуры воздуха. Работа инкубатора является многоциклической, а управление осуществляется в автоматическом режиме. Практическая значимость состоит в том, что созданная конструкция инкубатора применима в условиях частного и домашнего фермерского хозяйства, а также воспроизводима в домашних условиях. Вот опытный образец и результаты. Было получено из 20 яиц было получено 19 цыплят, что соответствует довольно показателям, довольно высокие показатели, сравнимые с производственными инкубаторами. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И вопросы от экспертов. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Пока осмысливаю, да? Надежда Ивановна. У меня был вопрос предварительный, да, получили ли вы цыплят? Вот вы на него ответили сейчас в докладе. Я просто, когда мы знакомились с вашей работой на листочках, я не совсем понял, действительно ли это ваши цыплята. Да, ваши ли это цыплята? Теперь я вижу, что они ваши. Вот, поэтому, спасибо большое за доклад, все очень понятно. Может быть, вы скажете, насколько ваш инкубатор дешевле, дешевле, чем покупать его, например? Очевидно, есть образцы, да? Да, конечно. Если рассматривать инкубатор индивидуального пользования, то инкубатор на 20-40 яиц начинается от 6000 рублей его цена. А мой инкубатор был собран из подручных материалов и затраченные средства порядка 400 рублей. Если все детали покупать, а не использовать, которые уже есть, то цена возрастает, но не более 1000 рублей. Спасибо, понятно. Спасибо, Никита. Очень интересная разработка. Я даже не знаю, предлагать подать заявку на получение патента, но, наверное, это надо удешевлять как-то, чтобы тиражировать и, соответственно, каким-то образом получать с этого экономический эффект. А у меня просто такой очень простой вопрос. Когда вы слайдик показали с яйцами, там какие-то буквы и рисунки, это просто так или это маркировка какая-то яиц? Дело в том, что в процессе введения яйца необходимо иногда переворачивать. И мои младшие сестры пометили стороны яйца, чтобы знать, как их переворачивать. Ага, спасибо, очень интересно. Спасибо. Еще вопрос? Ирина Николаевна. Да, Никит, скажите, пожалуйста, сколько времени прошло от момента закладки яиц до момента вылупления? Это первый вопрос. Процесс инкубации яиц длится порядка 21-24 дней. Обычно 22 день уже вылупляются. Ага. Вы контролировали температуру, да ведь? Температура контролируется посредством реле, которое
Ну, и датчика температуры. Ага, он у вас- Когда происходил нагрев до определенной температуры, нагревательный элемент выключался, и происходило охлаждение, а потом снова нагрев. Мгм, понятно. И еще последний вопрос. Сколько электроэнергии потребляет ваша установка? Суммарная мощность, насколько я помню, около 24 ватт. И, нет, чуть больше, около 50 ватт. Получается, Это столько же, сколько у аналогов или меньше? То есть по энергозатратам у вас примерно такая же будет, как промышленная? ну, это выше, но незначительно. Буквально там, ну, процентов на 50. Спасибо. Никита, добрый день. У меня такой вопрос. Инкубационный период, вот вы сказали, от 21 до 24 дней. Это соответствует промышленным уже образцам, да, которые продаются? Инкубационный период не зависит от инкубатора, только от вида яиц. Спасибо, А понятно. можно еще Никита, да, похвалить хотела. Да. Можно? Никита, а Вот. скажите, пожалуйста, а где вы брали яйца вот клоюные? У нас же, наверное, их где-то доставать надо. Или у вас есть куры? Да, у нас есть куры, яйца в холодильнике могут содержаться около 20-30 дней. Мы их собирали, а потом уже произвели инкубацию. Также яйца можно купить где-нибудь на птицефабрике, например. Спасибо, замечательная разработка. Никита, да, хотела вас очень похвалить, потому что очень приятно, видно, как вы владеете, понимаете, о чем вы говорите, владеете этими знаниями. И очень приятно, и желаю вам успехов, потому что таких вот способных мальчиков очень приятно смотреть, очень приятно слушать. И прям радуемся. Да, мы за вас рады, вы Да, молодец. молодец большой. Ваша работа, описание, оно составляет практически заявку на подачу в Роспатент. Поэтому мы с вами хотели очень пообщаться и в этом убедились, что вы полностью владеете темой. Спасибо вам большое. Все, до свидания. До свидания. Так, ну что, Софья? Или у нас 12, 2 минуты еще есть, да? Давайте все-таки попробуем. Так, ну что, Сонечка, ты готова с нами поговорить? Мы хотели спросить про твоего кота. Как твой питомец поживает дома? Есть он у тебя? Да? Как твоего котика? Скажи, как? Ну не бойся, рассказывай. Можно сестричка расскажет? Можно. Может быть, сестричка поможет, и Соня тоже с нами поговорит. Давай рассказывай. Нас видно или нет? Вот мы вас опять не видим. Ну вот здесь что-то с камерой. Хорошо, слышно же? Ну давайте мы, по крайней мере, да, услышим ваши ответы. Давайте. У вас тут живет. И Соня, она придумала такое. Ну давай рассказывай. Ну как? Соня придумала такое. Соня придумала такое. Автор кто-то чёрт. Вот как интересно. Вот проходит через дверь, а там кнопочка. Сестра? И он кота шерсти. Насос. Он работает от батареи.
Все, да? Хорошо. Так. Поддержим. Так, ну, нам сложно ориентироваться, потому что мы вас не видим, да? Я так понимаю, что работу представила Сонина сестра. Да, все верно. Ага. А почему вы не взяли в соавторы такой конструкции, да, сестру? Или Соня сама самостоятельно придумала, разработала такое замечательное приспособление автокатачес? Соня сама придумала? Сама? Соня сама придумала? Да, ну давайте, может, не будем. Ребенок. Хорошо. Ну, да, очень жаль, что мы с Соней не смогли поговорить, потому что нам было очень интересно. Замечательная идея. И тогда мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо. До свидания. Все. Иван, выключи, пожалуйста, микрофон, пока никого не... Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Так, отлично, мы вас видим. Презентация у вас будет. Давайте мы ее включим. Мы вам передали права докладчика. Вам необходимо нажать на совместный доступ, затем на экран и поделиться. Отлично, мы ваш рабочий стол уже видим. Алпатов Дмитрий, Выльгарская средняя общеобразовательная школа номер 2. Создание макета для кабинета физики с помощью 3D принтера на примере макета турбореактивного двигателя самолета. Руководитель Найда Дмитрий Алексеевич. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Мой проект – это создание макета для кабинета физики с помощью 3D принтера на примере макета турбореактивного двигателя самолета. Физика наиболее эффективно изучается с использованием наглядностей. Активное применение наглядных методов обучения позволяет одновременно развивать конкретное и абстрактное мышление у учеников. Например, без реального примера очень сложно воспринимается принцип работы турбореактивного двигателя самолета. На школах нет такого макета. Изучив различные источники информации, я пришел к выводу, что макет турбореактивного двигателя нельзя купить в магазине, но можно приобрести на Авито аналогичный двигатель, также распечатанный на 3D-принтере за 9000 рублей и выше. Учитывая, что 3D-модель разработана и адаптирована для 3D-печати, ее можно распечатать и собрать своими руками. Но в доступных нам источниках информации мы не обнаружили нюансы и тонкости изготовления, такие как расчет времени печати, количество требуемого пластика и сложность сборки, что в конечном итоге позволит удешевить и увеличить наглядность и повысить заинтересованность учеников в изучении физики.
Цель моего проекта – это изготовление макета турбореактивного двигателя с применением технологии 3D-печати для кабинета физики и дальнейшей коммерческой реализации. Для достижения цели я поставил следующие задачи. Изучить условия реализации проекта, провести анализ внешней среды потребителей, конкурентов и партнеров, провести анализ экономической эффективности, разработать производственный и маркетинговый план, рассчитать рентабельность проекта. Мастерская по производству моделей находится на базе школьного центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Макет был изготовлен с помощью аддитивных технологий. Из-за широкого распространения, большого выбора цветовых расцветок, экологической безопасности и простоты печати для изготовления моделей был выбран ПЛА-пластик. На данном сайте вы увидите таблицу сравнения пластиков. Критерии, которым должны соответствовать изделия: прочность, устойчивость, изготовление, простота в изготовлении, дешевизна, функциональность, экологичность. Анализ общих условий сбыта и организации продвижения продукции на рынок показал, что главной особенностью в организации 3D-печати учебных макетов является всесезонный характер ведения бизнеса, который является его преимуществом. С другой стороны, данный бизнес требует ощутимых затрат на старте, но получаемые доходы превышают расходы. Наш проект реализовывается в течение текущего учебного года. Важным этапом реализации проекта я считаю анализ первоначальных идей и выбор лучшей. Поиск происходил на сайте Thingiverse. Это бесплатный сервис, особенностью которого является то, что все загруженные модели публикуются под лицензией Creative Commons License, что означает, что можно свободно и бесплатно скачивать и также свободно изменять модели. Под проект также рассматривались 4 модели. Они представлены на слайде. В конечном итоге была выбрана модель под номером 4. Для печати модели была разработана технологическая карта, которая позволила рассчитать общее время печати и количество материала. Время печати составило около 212 часов и потребовалось 1,5 килограмма пластика. Таким образом, далее был составлен маркетинговый план для расчета стоимости изделия и ожидаемой прибыли. С учетом всех рисков себестоимость двигателя вышла 4625 рублей 65 копеек. Сбыт продукции будет осуществляться по средней рыночной цене подобных изделий 9000 рублей. Таким образом, чистый доход за продажу одного макета составит 4774 рубля 35 копеек. Сбыт продукции будет осуществляться по средней рыночной цене подобных изделий 9000 рублей. Таким образом, чистый доход за продажу одного макета составит Сбыт продукции предполагаем производить по предварительным заявкам. На данный момент поступило 3 заявки. Гарантированный доход по данным заявкам предположительно составит 13 123 рубля 5 копеек. Для расширения сбыта продукции планируется создание сообществ в социальных сетях. Для целенаправленной работы был составлен производственный план, который соответствует основным этапам работы создания модели. Он представлен на слайде. Мы выделили 5 этапов основных. Заключение. В ходе реализации проекта были достигнуты следующие задачи. Изучены условия реализации проекта, для которого необходимы 3D-принтер, программа для подготовки 3D-моделей к печати и конструкционные материалы. Также далее был проведен анализ внешней среды. Анализ показал отсутствие в районе компаний, занимающихся изготовлением подобных макетов. Потребителями могут быть образовательные учреждения. Далее был проведен анализ экономической эффективности, то есть посчитаны затраты на закупку материалов, расход пластика, подсчет общего количества временных затрат. Дальше был разработан производственный и маркетинговый план, подсчитан чистый доход от продажи одного изделия, который составил 4374 рубля 35 копеек. Далее была рассчитана рентабельность проекта, которая составила 48,61%. Цель проекта достигнута. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Да, Дмитрий, спасибо большое. И несколько вопросов от экспертов. Да, готов. Дмитрий, я хотела похвалить. Сразу видно, у вас предпринимательская жилка есть, потому что вы действительно углубились в подсчеты, не просто вслепую, вы на энтузиазме делали какое-то оборудование, вы все-таки с умом подошли и решили посчитать.
сколько это обойдется, за сколько это можно продать. У меня вопрос. Вот вы говорите, у вас уже есть 3 заказчика, и в работе вы писали, что вы больше акцентируетесь на школы, какие-то образовательные учреждения, потому что это макет для учебных целей. А именно школы у вас уже заказали? Да, школа. Ваша школа, И- да? 3 макета. Одна школа и две учреждения дополнительного образования. Повторите, пожалуйста. Заказ сделала одна школа и 2 учреждения дополнительного образования. Дмитрий, добрый день. Очень хороший доклад, очень хорошая работа. Хотела спросить, а какие-то другие макеты вы на будущее планируете изготавливать? Да. Я собираюсь изготовить макеты, из которых я выбирал. То есть это 2 трансмиссии автомобиля, автоматическая и механическая, и, получается, модель, запасающая энергию ветра. Но вы изучали, спрос на них уже предположительно будет, или вы просто потому, что вам хочется именно эти детали взять? Нет, спрос на них будет. Ага. А вы не думали просто макет продать? Как вот вы говорите, что, ну, я имею в виду не промышленный образец уже, да, какой-то опытный образец, а именно... Ну, Как лекало. Да, как лекало, условно говоря, да? Что значит лекало? Ну, Чертеж то есть 3D-модели. чертеж 3D-модели. Нет, все чертежи не доступны на сайте. Но вы же их собрали. Типа, их будет не как в общем доступе, и ну, каждый под себя сможет сам собрать. Мы будем заниматься только изготовлением. Вопрос. А у ваших родителей есть автомобиль? Да. А вы что-то в автомобиль собираете, какие-то запчасти на 3D принтере? Нет, ничего не нуждается в замене. Нет, я понял. Да, у меня такой традиционный вопрос. Дмитрий, а по окончании школы куда вы планируете поступать? Я еще не полностью определился. Пока еще думаю. Ну, по техническому направлению ведь, да, я правильно понимаю? Да, планирую идти куда-нибудь. Очень сильная кафедра радиофизики. Вот они тоже балуются 3D принтерами. Вот я бы вам рекомендовала. Но я не по этому вопросу этот вопрос задала. Ваша разработка и в части презентации в том числе, она очень хорошо подходит под программу «Умник». Вы знаете что-нибудь о программе «Умник»? Нет, не слышал. Я не могу сейчас точно сказать, с какого там возраста, боюсь, что может быть с 18 лет, но может быть я ошибаюсь, но вам можно было бы поучаствовать в этой программе «Умник», и победители этой программы получают на 2 года 500 тысяч рублей, то есть 250 рублей в год. Именно вот такие вот проекты. Оно подходит по всем критериям. Поэтому, если вы планируете поступать в ВУЗ, если там с 18 лет участие в программе, то вам обязательно надо принять участие в программе «Умник». И если вы поступите в Сыктывкарский университет, то мы вам поможем, соответственно, подготовиться для участия в конкурсе программы «Умник». Я обязательно ознакомлюсь с этим конкурсом. Наберите в любом поисковике программа «Умник», и вы увидите все, что там написано, можете прочитать, и, может быть, уже сейчас вам можно принимать участие. Спасибо. Ирина Николаевна. Да, Дмитрий, замечательная работа. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если ваша модель сделана по чертежам из интернета, и продавать вы собираетесь по той же самой цене, каково ее конкурентное преимущество? Они будут изготовляться, в общем, они будут изготовляться многосерийно, что отсутствует на торговых площадках. Там макеты присутствуют только в единичных экземплярах.
Мы будем изготавливать более многосерийно, и все будет зависеть от того, сколько будет подано заявок. Если их будет много, то цена сократится из-за того, что мы будем... Остается пластик, получается, от изготовления, и он будет уходить на следующую модель. И цена... Понятно, спасибо. А может, стоит продавать немножко дешевле, чем в интернете? И тогда будут больше заказывать у вас? Ну, Ну что, спасибо большое, Дмитрий. Мы с вами прощаемся. Спасибо. Желаем вам победы в конкурсе. До свидания. До свидания. Миллион. А я не дала миллион? Есть. Миллион. Миллиона нет. Деньги. Вероника, вы нас слышите? Да, отлично, мы вас видим. Мы вас не слышим, вам нужно включить камеру. Ой, звук, микрофон. Так. Нет, не слышим. Не слышим. А вы нас слышите? Угу. Отлично. Уже. Мы вас видим. Будут показывать только. Так, что делаем? Это значит проблема с микрофоном, да, на той стороне. Звук будет на телефоне? Иван, выключи, пожалуйста, наш Какой был микрофон. тоже.
Сменили дислокацию. Вероника, мы вас видим. Читаем по буквам. Но не слышим. Но не слышим. Давай по громкой связи, может, послушаем. Есть, да. Так, то есть... так, флешку давайте подключим. Да, здорово. Слышно, да, сейчас? Сейчас, секундочку, сейчас мы просто перейдем флешку. Ероша, флешку сначала подсоедини. Включи презентацию. Предложили по громкой связи. Нет, вас слышно, мы вас слышим, видим. Мы сейчас предлагаем вам включить презентацию. Да, мы вам права доступа передали. Нужно нажать совместный доступ, экран и поделиться. Мы, если что, здесь сидим. Так, мы видим ваш экран, видим вашу презентацию. Гуляева Вероника, Центр дополнительного образования село Кайгородок, работа швейная мастерская с иголочки, руководитель Глифенштейн Анастасия Николаевна. Пожалуйста, Вероника, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Вероника, и сегодня я хочу представить проект, который еще пару лет назад я предлагала на детском конкурсе по самоуправлению. Сегодня мой проект включает в себя команду из ребят-профессионалов, с которыми я не только сшиваю вещи, но и самостоятельно разрабатываю авторские выкройки детских сценических костюмов и на основе своего опыта пытаюсь разработать свою методику шитья. Идея проекта возникла не случайно. На протяжении 6 лет я занималась в швейном объединении и заметила ряд таких проблем, как отсутствие, точнее недостаток в учебном учреждении спортивных костюмов для секций, нехватка сценических костюмов для театральной и хореографической деятельности. Также, несмотря на множество детских творческих коллективов СДО, не предусмотрена должность модельера, и вся ответственность перекладывается либо на руководителей объединений, либо на родителей, а заказ костюмов обходится для односельчан в крупную сумму денег. В результате опроса обучающихся родителей и педагогов мы выяснили, что потребность в костюмах высока. Родители признали, что пошив костюма является серьезной проблемой ввиду отсутствия профессионализма и наличия необходимых материалов. Более того, на весь Кайгородский район не имеется ни одного среднего учебного заведения, техникума или колледжа, где ребята могли бы научиться швейным навыкам. Проводимые мной наблюдения опроса привели к идее проекта. Это оснащение костюмами коллективов и секций Центра дополнительного образования посредством пошива сценической, спортивной одежды и одежды для театральной деятельности, посредством открытия студии-мастерской. Итоговый результат. Запуск первой и единственной детской студии-мастерской в Кайгородском районе, в которой ребята научатся самостоятельно создавать новые модели одежды как для сценического образа, так и для себя, тем самым раскрыв свой творческий потенциал и любовь к швейному искусству. Цели и задачи проекта представлены на слайде. Скажу кратко и по существу. Всего мы хотим отшить 25 полных образов для выступления и вовлечь и обучить около 10 учащихся с 14 по 17 лет навыкам шитья. Более подробно остановлюсь на главной задаче. Мы разработали 3 блока обучения от элементарных основ шитья, работы в специализированных приложениях до презентации готовых образов. Если говорить о социальном эффекте, то поначалу мы думали просто отшивать костюмы для театральной деятельности нашего Центра дополнительного образования. Но благодаря интересной и легкой форме обучения девочки научились шить одежду для себя, а некоторые уже коммерциализовали свою деятельность. Можно сказать, что наш проект носит и профориентационный характер.
В будущем мы планируем коммерциализовать нашу деятельность посредством организации и продажи авторских выкроек, авторских курсов шитья и сценических костюмов, а также обычной одежды. Переходя к результатам, можно наблюдать количественное увеличение пользователей готового продукта. Количественные результаты подробно представлены на слайде. Качественные. Проект с иголочки для участников проекта будет являться первой ступенью для выхода в профессиональное сообщество и возможностью для выступления на более крупных площадках. Будут решены проблемы занятости в свободное от учебы время. Ежегодная команда проекта будет пополняться за счет новых учеников школы. Также будут пополняться и заказы. Ребята научатся самостоятельно создавать новые модели одежды, как для сценического образа, так и для себя, тем самым раскрыв свой творческий потенциал. Спасибо за внимание, мне будут очень интересны ваши вопросы. Да, Вероника, спасибо большое. И вопросы. Игорь Владимирович, пожалуйста. Вероника, скажите, пожалуйста, что означает термин пошив по типу капсул, если я правильно воспроизвел. Ну, ключевое слово капсула, что это такое? Пошив одежды – это капсульные выкройки, которые способны очень легко и очень быстро структурировать. Они могут быстро перешиваться, а также они очень выгодны при использовании. Это и выкройки, и лекала вместе? Да. Ясно. Вероника, скажите, пожалуйста, за чей счет будут покупаться ткани и другие расходные материалы для того, чтобы реализовать проект? Осенью я уже участвовала с таким проектом в народном бюджете в школе и успешно выиграла грант 90 тысяч, где в смету прописала необходимое оборудование, которое потребуется в моей дальнейшей реализации этого проекта. Оборудование это замечательно, а я имею в виду нитки, ткани там, и так далее. Да, расходный материал, который требуется постоянно. Мы можем привлекать спонсоров. Также у нас идет софинансирование со стороны нашего центра дополнительного образования. То есть они нам предоставляют нитки, некоторые материалы. А еще такой вопрос. Для родителей детей, которые во всяких творческих секциях занимаются, они сами будут оплачивать пошив, допустим, да, ткани покупать? Как это будет происходить? Или для них это будет бесплатно? Для них это будет бесплатно. А заказы, которые будут привлечены не от школы, а от других организаций, мы будем брать за это деньги. Понятно, спасибо большое. Да, ну я могла только спросить, может быть. Вероника, спасибо большое, очень интересная у вас работа. А скажите, пожалуйста, а вы где-то в социальных сетях присутствуете, да? То есть у вас есть группа своя? Да, у нас есть своя группа, где мы освещаем нашу деятельность, а также выкладываем видеоуроки для наших девочек и просто для пользователей соцсетей. Спасибо. Ну, у меня вопрос. Вы сказали, что у вас уже 3 учениц ваших занимаются шитьем и коммерциализировали идею. То есть это ваши потенциальные конкуренты, так? Ну, пока что мы одна цельная команда инициативных ребят. Олег не шьет. Но с каждым годом у нас будет привлекаться все больше и больше учеников. Мы будем расширяться, также расширять свой ассортимент, участвовать еще в каких-то конкурсах для привлечения денег. И вот так будем работать. Вероника, скажите, пожалуйста, добрый день. Да, вот вы говорите, что вы самостоятельно авторские работы, да, какие-то. Какая работа у вас вот самая такая, как на ваш взгляд, как сказать, интересная, да, оригинальная? Можете рассказать немного об этом? Например, одна из самых интересных наших работ была пошив сценических костюмов. И с этими сценическими костюмами наш центр культуры нашего района выступала на сцене выступала на сыктывкарских выступлениях.
Понятно. А какие образы-то там были? Классические? Не знаю, народные? Вот вы видите фотографию на слайде в самом низу. Это наша музыкальная группа в наших костюмах. Я так думаю, что нам нужно просто рабочий стол увидеть ваш, да? Еще раз совместный доступ. Совместный доступ нажмите, пожалуйста, чтобы мы увидели ваши красоты. Сейчас. Сейчас, минуту. Видим, да, спасибо. Вот, на слайде представлены фотографии. Одна из фотографий, которая находится снизу, это наша музыкальная группа нашего Дома культуры, которая представляла наш район в наших костюмах, которые отшила наша команда. Молодцы, спасибо большое. Так, ну что, завершаем. Вероника, спасибо большое. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое вам. Желаю вам победы в конкурсе. Спасибо, до свидания. Всего доброго.